Время вечерних новостей. В студии работает Айсло Мурзакова. В Кыргызстане еще 5 высшим учебным заведениям придадут особый статус. Соответствующий указ подписал президент Садыр Джапаров. Решение принято в целях консолидации финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов, повышения потенциала и конкурентоспособности государственных образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики на мировом рынке образовательных услуг. В этот список вошел Баткенский государственный университет, Исыкульский государственный университет имени Касыма Тыныстанова, Джалабадский государственный университет имени Бекмата Осмонова, Нарынский государственный университет имени Сатыбалды Нааматова и Таласский государственный университет. Президент Садыр Джапаров сегодня принял участие в церемонии открытия Академии Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана. Глава государства поздравил участников с открытием Академии, акцентировал внимание на том, что текущая политическая ситуация как в мире, так и в регионе требует от органов национальной безопасности реализации необходимых мер для успешного выполнения возложенных на них задач. Он подчеркнул важность высокой профессиональной подготовки, аналитического мышления и решительности для оперативных сотрудников. В связи с этим был издан указ президента о создании Академии на базе Института профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров ГКНБ. Академия станет специализированным высшим военным учебным заведением с научно-методическим центром, направленным на подготовку и повышение квалификации профессиональных сотрудников органов безопасности. Здесь молодые специалисты получат необходимые профессиональные знания, навыки и умения, которые позволят им защищать конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность нашего государства. На заседании Джорху Кенеша сегодня депутаты заслушали информацию о мерах, принимаемых правоохранительными органами по профилактике и пресечению фактов мошенничества, совершаемых с использованием телефонных звонков, искусственного интеллекта и банковских карт. Информацию по данному вопросу представил заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев. По его данным, в целях профилактики и пресечения фактов мошенничества предпринимаются соответствующие мероприятия. Замминистра отметил, что возбуждено более 10 тысяч уголовных дел по фактам мошенничества, из них более 7 тысяч направлены в суд. Председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров провел встречу с представителями ряда американских компаний и организаций. В их числе представители Кыргызско-американского бизнес-совета, технической корпорации Apple, транснациональной фармацевтической компании Pfizer, Franklin University. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам развития высоких технологий, цифровизации образовательных инициатив, фармацевтического сектора и системы здравоохранения. Представители корпорации Apple отметили имеющийся потенциал в цифровой экономике страны, выразив готовность к реализации образовательных проектов для разработчиков программного обеспечения. В селе Ленинское дан старт строительству крупнейшего торгово-логистического города Манас. Это позволит создать более 200 тысяч рабочих мест. В проект будет вложено $4,5 миллиарда. Подробнее о новом городе в материале Сымбат Алмазовой. В Чуйской области стартовал масштабный проект строительства Евразийского торгово-логистического комплекса. На огромной территории в 700 гектаров в селе Ленинское появятся 30 тысяч торговых точек и современная инфраструктура, включая жилые дома, больницы и школы. В Аламудунском районе Чуйской области на территории села Ленинское началась реализация крупного инвестиционно-строительного проекта под названием «Евразийский торгово-логистический город Манас». Проект осуществляется на основании соглашения, подписанного между Кабинетом министров Кыргызской Республики и ОСО «Кыргызско-китайский инвестиционный холдинг». Планируем на следующий год уже сделать открытие, закончить строительство первого этапа и сделать открытие, такое же мероприятие
открытия торговых центров. Место выбрано не случайно, потому что здесь мы находимся в центре между... С другой стороны у нас находится граница Казахстана, с другой стороны наш самый большой рынок Дордой. И это место находится вблизи магистральных дорог, международной дороги Алматинской трассы и 15 километров до международного аэропорта Манас. Объем инвестиций на начальном этапе составит $700 миллионов США. Под проект предоставлен участок в 456 гектаров на 49 лет. Ожидается, что проект значительно увеличит поступления в государственный бюджет за счет налогов и создаст свыше 200 тысяч рабочих мест, что будет способствовать снижению миграции. Сегодня мы являемся свидетелями важного события, значительного шага в направлении экономического будущего нашей страны. Мы собрались на торжественную церемонию закладки капсулы времени в рамках инвестиционно-строительного проекта торгово-логистического города Манас. На сегодняшний день мы все осознаем возросшую значимость торговли и тот факт, что торговля является основой рыночной экономики, а логистика ключевым элементом современной экономической системы. Мы приступаем к реализации крупного проекта, не просто строительству торгово-логистического центра, а целого городка. Проект включает строительство объектов городской инфраструктуры, таких как очистительные сооружения, пожарные станции, энергетические и коммуникационные объекты. Это позволит обеспечить полноценное функционирование будущего города, а также усилит роль Кыргызстана в инициативе «Один пояс, один путь» благодаря его выгодному географическому положению. Логистика является очень важной области сотрудничества в современном мире, особенно для таких стран, как Китай, Кыргызстан, потому что мы соседи. Между соседями вести торговля, конечно, логистика всегда занимает особое место. А Кыргызстан тоже занимает очень важное место не только в Центральной Азии, и вообще для Азии и Европы. Кыргызстан – это очень соединяющий регион, соединяющая страна. И это в каком-то смысле тоже значение строительства железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. На территории города также будет возведен жилой массив площадью 1 миллион квадратных метров, из которых 10% передадут государственной ипотечной компании. Дополнительно проектом предусмотрено строительство 2 школ на более чем 6 тысяч мест, детских садов и медицинских учреждений. В этом городе мы по условиям 90% должны работать наши кыргызские граждане. Самая главная цель мы должны достичь, чтобы все, как Кыргызстан мы хотим сделать транзитную страной, чтобы все торговые отношения проходили через нашу республику, чтобы здесь и в китайскую сторону мы должны, чтобы отправлять товар, и отсюда должны уходить в другие страны, это Европа, Центральную Азию и дальше в Африку. Да? Вот такая наша цель. Проект будет реализован в 6 этапов в течение 4,5 лет. В итоге это будет современный город с развитой инфраструктурой. Сымбат Алмазова, Самаган Таирбеков, УТРК, Чуй, Аламудунский район. В рамках внедрения государственной системы идентификации были выявлены серьезные нарушения правил ввоза и регистрации мобильных устройств. Участились случаи регистрации телефонов без соблюдения таможенных процедур, а также были организованы схемы хаотичной регистрации мобильных устройств, что нарушает требования ГСИ и начинает принимать массовый характер. В связи с этим проведены специальные мероприятия, по результатам которых в соответствии со статьей 96 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызстана задержаны и помещены в ИВС СИЗО ГКНБ 4 основных организатора данной противоправной деятельности – граждане Кыргызской Республики. В настоящее время продолжаются мероприятия по выявлению других причастных лиц. Государственный комитет национальной безопасности напоминает, что незаконная регистрация мобильных устройств влечет за собой уголовную ответственность.
При проведении следственно-оперативных мероприятий в рамках расследуемого уголовного дела на пересечении улиц Джайлма, Набережная в жилмассиве Асхат-Таш в городе Бишкек сотрудниками СБН ГУВД Чуйской области и ОВД Панфиловского района была остановлена автомашина марка Honda Fit, где при досмотре автомашины был обнаружен сверток, завернутый в газету и обмотанный скотчем. При вскрытии внутри были обнаружены квадратные брикеты в количестве 25 штук. Дикорастущие конопли. Согласно заключению экспертизы, вещества являются наркотическими средством смола каннабиса в особо крупном размере. В рамках возбужденного уголовного дела в порядке статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики по подозрению в совершении данного преступления был задержан гражданин 1991 года рождения и водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается. Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД провели для учащихся 9-10 классов школ города Бишкек лекцию на тему «Мы за здоровый Кыргызстан». В мероприятии приняли участие представители СБН Канабек Усенов и Умида Исматова, а также заведующая отдела Республиканского центра психического здоровья Министерства здравоохранения Тинатин Сагынбаева. Они проинформировали подростков о рисках воздействия наркотиков, негативных последствиях их употребления, а также юридической и административной ответственности за употребление и хранение наркотиков. По окончании лекции активным участникам были вручены специальные подарки от организаторов. Напомним, что служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков регулярно проводит информационно-разъяснительные кампании. В Бишкеке сегодня прошла передача автомашин скорой медицинской помощи организациям здравоохранения отделенных районов республики. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, мероприятие прошло с участием руководителей организации здравоохранения Кыргызстана. Ключи от автомашин вручил министр здравоохранения Алмкадыр Бейшеналиев. В своем выступлении Бейшеналиев отметил, что передача системы здравоохранения 20 машин скорой медицинской помощи выделены из президентского фонда, позволит значительно улучшить оперативность оказания экстренной медицинской помощи и повысить доступность медицинских услуг для населения, особенно в отдаленных и труднодоступных районах страны. Пополнение системы здравоохранения полностью оснащенными всем необходимым оборудованием автомобилями скорой медицинской помощи улучшит доступность экстренной медицинской помощи для жителей отдаленных и труднодоступных районов республики. Мы выражаем глубокую благодарность президенту Садыру Джапарову за его всестороннюю поддержку здравоохранения. В Кыргызстане осенние школьные каникулы начнутся 4 ноября. Как сообщили в Минобразования, согласно приказу, каникулы в школах продлятся 7 календарных дней. Итого, школьники будут отдыхать с 4 по 10 ноября. К занятиям приступают 11 ноября. Резкие изменения погоды обеспокоили население. Мы обратились в Кыргызгидромет за ответами на вопросы о том, какой будет погода в ближайшие дни. И не придет ли зима раньше. Какова ситуация в регионах с погодой в следующем материале. Резкое изменение погоды вызвали чрезвычайные ситуации в ряде регионов. По информации метеорологической службы, ожидается установление стабильной погоды в ближайшие дни. 18 октября на западной части Сыкульской области ожидаются осадки в виде дождя. В остальных регионах осадков не предвидится. 19 и 21 октября по территории Кыргызстана установится стабильная погода. Осадков не ожидается. С 21 октября в регионах ожидается потепление на 3,5 градусов. В Чуйской области до 24 градусов. А с 23 числа начнется неустойчивая погода. С 22 октября в Кыргызстане ожидается резкое похолодание. С 23 октября в стране возможна неустойчивая погода, сопровождаемая ухудшением погодных условий. По словам метеорологов, пока невозможно предсказать раннее или позднее наступление зимы. В основном в конце октября выпадают преимущественно заморозки. По словам специалистов, это естественное погодное явление. Айслом Мурзакова, Чингис Садыков, УТРК Чуй, город Бишкек.
В Джаильском районе по инициативе Футбольного союза Кыргызстана и администрации президента стартовал отборочный этап на республиканский дружеский футбольный турнир «Мурас». Начало турнира прошел по мини-футболу среди государственных организаций и АИЛ-МТ. Главной целью турнира стала пропаганда спорта и здорового образа жизни, а также укрепление дружеских связей между участниками. Занятие спортом – это не только способ поддерживать физическую форму, но и важный аспект общего здоровья и благополучия. Именно поэтому в Джаильском районе по инициативе Футбольного союза Кыргызстана и администрации президента стартовал отборочный этап на республиканский дружеский футбольный турнир «Мурас». Это турнир, цели, это задача этого турнира, это единство нашего района, пропаганда физической культуры спорта и дружба между организацией АИЛ-МТ. В соревновании приняли участие 18 команд, представляющих государственные организации, и 6 команд от АИЛ-МТ. Турнир направлен на укрепление дружбы, популяризацию спорта и развитие здорового образа жизни среди участников. Проводится в Джаильском районе, участвует 18 команд. Мы утром построили здесь, сделали открытие. После парада открытия разделили по 2 группы, группа А, Б. После этого победители будут награждаться денежными премиями и кубками, медалями. Все участники турнира были довольны атмосферой соревнований и уровнем организации. Игры прошли в дружеской обстановке, что способствовало созданию положительной и мотивирующей атмосферы. Сегодня проходит турнир «Мурас» в Джаильском районе. Тут есть, оказывается, особые правила ограничения возраста 42+. Вот мы, сборная команда Акбашевская АИЛ-МТ. Я капитан команды, работаю председателем суда Аксакалов уже в протяжении многих лет. Команда сыграла первую игру в подгруппе с военкоматом, Джаильским районным военкоматом, выиграли 2-0. Следующий тур перешли, сейчас сыграли с командой профессиональный лицей 102. Их тоже обыграли. И пусть выиграет сильнейший. Я за здоровый образ жизни. Главной особенностью турнира стало то, что в футболе могли участвовать только игроки старше 42 лет. Такое нововведение не только способствовало активному участию людей старшего возраста, но и подчеркивало важность физической активности в любом возрасте, вдохновляя других присоединиться к спорту. Только что у нас закончилась игра. Мы Джаильский РОВД сыграли с архитектурой вместе с соцфондом. Но мы выиграли их 8-1. Из 8 голов 5 я забил. И команда тоже очень подготовленная. Но я надеюсь, что наша команда Джаильский РОВД сегодня займет первое место. Следует отметить, первое место занял Ынтымакский АИЛ-МТ, второе – Талдыбулакский АИЛ-МТ, третье – районное отдел образования. Победители турнира были награждены денежными призами и медалями, что стало признанием их усилий и мастерства. Кроме того, они получили возможность участвовать в областных соревнованиях турнира «Мурас». Айкен Маратбекова, Жумабай Османалиев, УТРК, Чуйская область. На этом у меня все. И эти и другие новости более подробно вы можете узнать на нашем официальном сайте УТРК Чуй, а также в социальных сетях Instagram, Facebook УТРК Чуй. С вами была Ислом Мурзакова. Ну а далее прогноз погоды на завтра.